Привет, ребят! Как вас зовут? Давайте знакомиться. Меня зовут Альберт, Альберт? мне 17 лет, да. Очень интересно. Меня зовут Талгат, мне 16 лет. Меня Галайнур, 17 лет. Очень приятно, очень интересные имена. И меня зовут Сезим. Это Бизон Шоу, медиапортал Бизон Шоу, на котором у нас каждую неделю идет викторина. Викторина посвящается разным темам, и сегодняшняя викторина, наша тема, это кыргызский язык. То есть будем изучать, познавать, открывать для себя что-то новое в мире кыргызского языка. Хочу узнать, где вы учились, учитесь на сегодняшний день? В школе гимназии номер 1 города Шапокова. Какой класс? Кыргызский, русский? Русский класс 11. Я учусь в Быхты, Бишкек, кыргызский турецкий лицей, я в русском классе. А вы? Я в первой школе имени Чингиза Айтматова. Русский класс тоже. Нет, кыргызский. Кыргызский класс. Значит, вы должны помочь своим друзьям, потому что они в русском классе. Начинаем с самых легких вопросов. Что означает фразеологизм «сасыгым менин»? А. Солнышко мое. Б. Моя королева. В. Сладкая моя. Г. Вонючка моя. Сладкая моя. Сладкая. Третий вариант. Третий вариант. Тоже за третий вариант. А вы как считаете? Сладкая моя? Уверены? Точно? Принимаю ответ? Да. Отлично. Принимаю ответ. Ребята думают, что это сладкая моя. Фразеологизм, который звучит на кыргызском как «сасыгым менин». И это правильный ответ, конечно. У нас, если напрямую переводить, конечно, это означает «вонючка моя», но тем не менее это некая такая ирония, да, кыргызского языка, что это сладкая моя. Второй вопрос, за который вы получите 100 сомов. Как будет на кыргызском летучая мышь? Многие ребята, которые учатся в данный период, подростки, молодежь, они не знают, оказывается, перевод этого слова. Я хочу у вас просто без вариантов ответа узнать, знаете ли вы, как переводится летучая мышь? Джарганат. Сейчас у Альберта узнаем. Джарганат, да, я вспомнил. Вспомнили? Да. А вы знали? Тоже я не знал, я Тынчхан думал, но это белка. Да, ты Что-то белка. путаю, Джарганат. Но тем не менее, сейчас узнаем правильный ответ, варианты этого вопроса. А. Джарганат. Б. Чымчык. В. Таранчы. Г. Тынчычхан. Джарганат. Джарганат. Все. Джарганат. Хорошо, я принимаю ваш ответ. На кыргызском языке летучая мышь переводится как джарганат. Конечно, вы зарабатываете 100 сомов. За следующий правильный ответ на вопрос вы получите 200 сомов. Это несгораемая сумма. К какой группе языков относится кыргызский язык? А. Монгольской. Б. Славянской. В. К тюркским. В. Тюркской. Г. Енисейской. Тюркоязычным языком. Ой, тюркским языком относится. Третий вариант тюркский. Да. Согласны, да? Ну, какие друзья, прям все доверяют друг другу и правильно отвечают. Конечно, тюркскому языку относится к этой группе языков наш кыргызский язык. Вы получаете 200 сомов. За следующий правильный ответ вы получите 300 сомов. Переведите пословицу на русский. Акыл баштан, асыл таштан. А. Наперед времени не хвастайся. Б. Ученый водит, не ученый следом ходит. В. Голова всему начало. Г. Знание границ не знает. Третий вариант можно повторить? Давайте повторим пословицу. Не забывайте о том, что у вас имеется подсказочка 50 на 50. Вы им можете воспользоваться всего один раз в течение всей нашей игры. Переведите пословицу на русский. Акыл баштан, асыл таштан. А. Наперед времени не хвастайся. Б. Ученый водит, не ученый следом ходит. В. Голова всему начало. Г. Знание границ не знает. Либо третий, либо четвертый, короче. Четвертый? Четвертый. Давайте четвертый. Нет. Вы прям уверены? Нет, подожди. Не уверен уже. Типа- Последний вопрос останется. Да, 50 на 50. 50 на 50 Знание попробуем. всему голова,
И четвертый вариант у нас было... Да, у зданий границ нет. Акылбаштан, Асылташтан. Акылбаштан, Асылташтан. Четвертый, да? Бля, спорный вопрос again. 50 на 50? Давай 50 на 50 попробуем. Давайте 50 Да, на 50. 50 на 50. Переведите пословицу на русский. Акылбаштан, Асылташтан. Остаются два варианта. В. Голова всему начало. Г. Знание границ не знает. Так, В. Голова всему начало. Г. Знание границ не знает. Да, мы также остались. как и думали. В. Вариант В. Давайте вы. В. В. Вариант В. Уверен. Да, вы. Я принимаю ваш ответ. Да. Все, хорошо. Акылбаштан, Асылташтан переводится на русский. Голова всему начало. Правильный ответ В. Поздравляем вас. Рано сейчас. За следующий правильный ответ вы получите 500 сомов и, конечно же, станете нашим победителем нашей викторины. Готовы прям. Какие смелые ребята. Какой акын перевел поэму Шотыр Руставели? Знакомы вообще с этим поэтом? Что-то расставили, не знакомо. Вообще такого акына не слышали. Акын, Шотыр... Акын, который перевел? Произведение Шотыр Руставели. А можно вопрос? Это произведение какого народа? Или какой страны? Хорошо. Вопрос еще не полный, поэтому давайте послушаем до конца. Какой акын перевел поэму Шотыр Руставели? Поэма называется «Витязь в тигровой шкуре». Этот акын перевел его на кыргызский язык. А. Алы Токомбаев. Б. Джалиль Садыков. В. Жусуп Турузбеков. Г. Алыкул Осмонов. Не читали «Витязь в тигровой шкуре»? Не читал. Очень прям... Альберт, выключаем телефон. На кону 500 сомов. Да. Подождите, Алы Токомбаев, Джалиль Садыков. Давайте я повторю, чтобы вы подумали. Какой акын перевел поэму Шотыр Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на кыргызский? А. Алы Токомбаев. Б. Джалиль Садыков. В. Жусуп Турузбеков. Г. Алыкул Осмонов. Давайте я дам 10 секунд, чтобы вы пообсуждали вместе. На самом деле, когда находишься возле камеры, многие наши комментаторы говорят о том, что вопросы настолько легкие, ответы тоже, как там участники не могут ответить на такой вопрос, или как ведущий задает такие легкие вопросы, но на самом деле, находясь возле камеры, и когда тебя застают неловкие моменты, действительно очень тяжело ответить на все вопросы. Вы готовы? Мнения разделились, да? Мнения разделились. Сейчас узнаем, кто сильнее. Какой акын перевел поэму Шотыр Руставели? «Витязь в тигровой шкуре» называется поэма Шотыр Руставели. И этот акын перевел его на кыргызский язык. А. Алы Токомбаев. Б. Джалиль Садыков. В. Жусуп Турузбеков. Г. Алыкул Осмонов. Турузбеков, да? Я думаю, Токомбаев. Ладно, давай на топ. Главное не перессориться сейчас. Давайте Турузбеков. Третий вариант. Но я не знаю, я может Третий Токомбаев, вариант. брат. Третий вариант. Турузбеков же не переводил, брат. А вот Токомбаев, он был акыном. Что он переводит? А вот Нет, Турузбеков, да. Турузбеков? Точно? Мы ответа не знаем, из-за этого мы более ближе. Можно вопрос ему задать? Друг подошел? Да, наш друг. Ну, давайте попробуем. Мы очень щедры. Кто был такой? Алы Токомбаев, Жусуп Турузбеков. Кто из них кто был? Какой акын перевел поэму Шотыр Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на кыргызский язык? А. Алы Токомбаев. Б. Джалиль Садыков. В. Жусуп Турузбеков. Г. Алыкул Осмонов.
Я Турузбеков. говорю Турузбеков. Давайте Турузбеков. Турузбеков. Да, Турузбеков. Хорошо. Я принимаю ваш ответ. Все? 100%? Да, да, мы Всё. на своем, да, стоим. На своем стоите. Угу. Турузбеков. Нет, не Турузбеков, да, вот, да. Турузбеков, давайте. Все. Я принимаю ваш ответ. Времени не так много. Но, тем не менее, ребят, я надеюсь, эта викторина для вас была очень познавательной. И запомните навсегда, что Витязь в тигровой шкуре поэму Шота Руставели перевел Алыку Осмонов. Почему не Алыку Осмонов? Я думал, он в 34 года он умер и писал свои стихи. Я не думал, что он вообще переводит с русского языка на кыргызский. Несмотря на свой молодой возраст, он столько поэм написал и столько вообще столько всего интересного и столько всего познавательного оставил. И по этой причине я надеюсь, что вы навсегда запомните, что Витязь в тигровой шкуре перевел на кыргызский именно Алыку Осмонов. Хорошо? Он же 200 произведений перевел вроде. На кыргызский язык он много, да, теперь вот мы будем знать. Как раз таки на 200 сомах у нас находится Алыку Осмонов. У вас несгораемая сумма, и по этой причине какие только стихи он не писал. У вас несгораемая сумма, но тем не менее, я надеюсь, у вас получится купить хотя бы мороженку, поесть, и либо купить в подземочке хорошую книгу Том Алыку Осмонова. Хорошо? Все, добро, спасибо, познавательно было. Медиапортал бизнес, это значит начинающий портал, да? Ну, желаем процветаний, больше раскрутки, и чтобы об этом знал весь наш Кыргызстан. Вот. Хорошо. Все. Спасибо, ребят. Давайте, удачи. Да. Хорошо. Главное не останавливаться и работать дальше.